Дети в цветах российского триколора поют песню с глубоким смыслом. Совсем юные, но уже патриотично настроенные дошколята встречают сегодня гостей своего образовательного учреждения. По радостным лицам напротив можно с уверенностью сказать, праздник удался. Продолжение праздничного открытия прошло в актовом зале учреждения. Дети поздравляют собравшихся с открытием 15-го детского сада «Назрани». Этот торжественный день с воспитанниками «Фиалки» разделил и министр просвещения России Сергей Кравцов. Он по достоинству оценил новое здание. Благодаря главе республики последовательно реализуется национальный проект образования, отстаивается законность. Я хочу всех поздравить с этим праздником. У нас в Республике Ингушетия 1 сентября откроется 15 новых школ, 9 еще детских садиков. Это важно, и открою тоже небольшой секрет, что благодаря настойчивости главы и дополнительные средства выделяются, и такая слаженная работа с подрядчиками, и определенные, может быть, там долги были, они все решены, все вопросы решены. Это я хотел вас отдельно поблагодарить, Махмуд Али Шарипович, за непосредственно ваше участие, поэтому мы и дальше будем помогать. Чтобы достроить детский сад, республика столкнулась с большими проблемами. Цены на строительные материалы росли, дополнительного финансирования не было. Помогло в этом тесное взаимодействие главы Ингушетии с федеральным центром. Махмуд Али Калиматов уверен, у ингушских детей должно быть самое счастливое будущее. И эти проблемы должны решаться, когда речь идет о качественном дошкольном образовании. Вопросов возникало очень много. Если бы вы не постарались, ведь секвестирование было. Понимаете, для нас это была катастрофа. У нас не одна, не 3 школы, а у нас их было более 20-30, еще строить. И когда мы с вами общались, говорили, вы сказали, мы поможем. И хочу сказать, не в обиду другим субъектам, вы все-таки решили этот вопрос. И знаете, я хочу, чтобы все знали, это больше миллиарда денег было все-таки именно для республики нам определено. Второе, подорожало материалы строительные. Я благодарен строителям, Сергею Сергеевичу. Они пошли навстречу и дальше продолжали. Это тоже около миллиарда и больше денег. И это Министерство просвещения через Минфин помогли. Это работа кропотливая, и это сложно. Договариваться с председателем правительства, договариваться с Минфином. И у нас, что вице-премьер, что подрядчик, что министр, мы старались не подвести вас, но, естественно, детей. Посмотрите, это люди, которые сегодня на работу вышли. Вы знаете, это не менее важно, что у нас мамочки, снохи наши, дочки, они взяли и пришли на работу. Поэтому я от всех, именно от этого детского сада, от детворы, от родителей, от правительства, лично от себя огромное спасибо президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Огромное спасибо Михаилу Владимировичу Мишустину. И, естественно, большое спасибо министру просвещения Сергею Сергеевичу и всей вашей команде. Потому что там и замы, и все всегда выслушивали и шли нам навстречу. Дошкольный объект построен по современным стандартам. Строительство велось в рамках национального проекта «Демография», среди основных задач которого поддержка семей с детьми. Федеральный министр вместе с главой Ингушетии Махмудом Али Калиматовым вручили ведомственные награды тем, кто уже не первый год трудится в системе образования и воспитывает наших детей. Айна Чапанова удостоена звания «Почетный работник сферы воспитания и молодежи России». Отрадно то, что именно в этот год открывается такой прекрасный детский сад. Мне хочется от себя лично и от всех жителей нашей республики выразить огромную благодарность федеральному центру и главе нашей республики, нашему руководству за такие прекрасные объекты образования, которые являются действительно огромной радостью для жителей республики. Спасибо вам большое. А после Сергей Кравцов и Махмуд Али Калиматов подняли флаг детского сада. Символ объекта образования «Фиалка» расцвела для жителей республики.
Красочные коридоры, картинки со сказочными персонажами. В новом детском саду все сделано так, чтобы максимально заинтересовать детей. Когда мы зашли в сад на второй этаж, там был зал, и там были батуты, бассейны. Мне там понравилось. Успела поиграть? Во что проиграл? Игрушки поиграла. Сергей Кравцов и глава Ингушетии ознакомились с условиями, созданными для детей. В детском саду оборудовали каждый уголок, красочные игровые комнаты с мебелью и гипераллергенными игрушками. В спортивном зале для детей установили тренажеры, детские беговые дорожки, сухой бассейн, спортивные горки. Особое внимание уделят качественному питанию детей. У нас 10 групп. Ясельная группа, младшая, средняя, старшая и дошкольная группа. Мы очень рады, что сад открывается. Мы очень долго ждали этого события. Наш коллектив проявил стопроцентную готовность. Позаботились и о здоровье малышей. В садике открыт медицинский пункт со стационаром. Есть психологи и логопеды, сформированы группы для детей ясельного и дошкольного возрастов. Осталось только дождаться маленьких гостей. У меня старшая группа 6-7 лет. У нас в садике созданы все условия для развития детей. У нас в группе есть уголки для девочек, для мальчиков, салон красоты, для девочек, игровые зоны. Такие современные дошкольные объекты и дальше будут открываться в регионе. Здесь дети смогут найти себе друзей, с пользой проводить время, а самое главное – подготовиться к школе. Фиалка официально начнет свою работу 1 сентября, в День знаний. Муслим Ганиев, Джамалей Султыгов, Новости 24.